Осталось доделать крышу, и грузовик к параду готов. «Полуторка». Так на фронте называли ГАЗ 1932 года выпуска. По дороге жизни в блокадный Ленинград на ней перевезли тонны продуктов и боеприпасов. Именно за рулем такого грузовика всю войну провел дед сыктывкарца Дмитрия Цуркана. А потому мастера пытались ювелирно воссоздать каждую деталь боевого железного коня. Кардан, вот, мост, все это воссоздали. Потом рессоры. Рессоры очень интересный вариант такой сделали. Они у нас деревянные, на самом деле, просто мы их покрасили, похожи на металлические. Вот. И все так получилось, ну, на мой взгляд, правдоподобно. К своему патриотическому делу взрослые подключили школьников. Работа им досталась не пыльная, но ответственная – наклеить боевые звезды на машину. Сегодня со мной пришел мой одноклассник. А так, раньше я постоянно помогала папе, и первое, что мы сделали, это была «Катюша», потом пулемет «Максим», дальше мы сделали самолет Су-2, а теперь перешли на машину. Свою выставку военных моделей сыктывкарские мастера устроили тут же. Новая историческая копия грузовика станет самой большой в импровизированном музее. На полуторку ушли сотни саморезов, 2 килограмма краски, 6 колес от детской коляски, фары. Грузовик собирали всем миром. Энтузиастам помогали неравнодушные горожане. После призыва в социальных сетях они бесплатно приносили автозапчасти, иногда совершенно новые. Начали работу месяц назад, мы сделали чуть больше, пришлось чуть-чуть подрезать, чтобы подгонять по размерам, чтобы было красиво, чтобы соотношение было всего реальности. На жесткой сцепке военный грузовик уже завтра отправится на свой первый парад Победы. Его создатели говорят, их модель – еще один способ сказать спасибо деду за победу. Есть у этой машины небольшой музыкальный секрет. Здесь, в ящике для снарядов, где в военное время перевозили боеприпасы, в мирность спрятаны 2 потайные колонки. А потому на парад 9 мая сыктывкарские умельцы поедут со своим музыкальным сопровождением. Виктория Палкина, Павел Ленмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.